Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В связи с внедрением новых нормативно-правовых актов в сфере предоставления государственных социальных услуг по всей России внесены изменения в порядок предоставления государственных социальных выплат, а также введены и реализованы новые меры государственной социальной поддержки граждан, в том числе связанные с пандемией коронавируса. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Это руководитель управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социальной защиты Республики Семен Матвеев. С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Какие отделения вошли в этот перечень и насколько эти пособия повысятся? Да, с 1 января у нас республиканские виды пособий проиндексированы на 3,5%. И озвучу ряд самых популярных видов пособий. Это, во-первых, ежемесячные пособия на ребенка от 0 до 16 лет. И сейчас размеры у нас составляют, если доход семьи выше 0,3 величины прожиточного минимума, то сумма составляет 1147 рублей в месяц. Если доход семьи ниже величины 0,3 прожиточного минимума, то эта сумма составляет у нас 1492 рубля в месяц на каждого ребенка от 0 до 16 лет. Также размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка у нас увеличился до 37 118 рублей. И также размер единовременной денежной выплаты молодым семьям, также при рождении первого ребенка, в этом году у нас составляет 7513 рублей. ЕДВ ветеранам тыла в этом году составляет 1731 рубль, ветеранам труда 1071 рубль. Также ЕДВ для детей войны у нас в этом году размер составил 1066 рублей. Также у нас увеличилась стоимость единого социального проездного билета. По городу Якутску это социальная карта. И стоимость проезда по социальной карте у нас составляет в этом году 494 рубля. Кроме того, проиндексированы ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, так называемые путинские выплаты. Размер составляет в этом году 18 559 рублей. И также ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, в народе называют айсенскими выплатами, и сумма также составляет 18 559 рублей. Ну а если говорить в целом, то скажите, какие пособия выплачиваются напрямую из регионального отделения Фонда социального страхования? Напрямую из Фонда социального страхования выплачиваются больничные, это уже с прошлого года, и также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Скажите, а какие изменения произошли в региональном материнском капитале в этом году? У нас в Республике Саха-Якутия действует 2 материнских капитала. Это первый материнский капитал «Семья», он у нас действует с 2011 года и присуждается тем семьям, которые родили третьего и последующего ребенка без учета доходов. Действует уже с прошлого года у нас региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, и сумма у нас составляет в этом году при рождении ребенка в 2021 году 145 164 рубля, если ребенок был рожден в прошлом году, в 2019 году. А если ребенок родился уже в этом году, в 2021 году, то эта сумма будет составлять 191 тысячу рублей. Направление, схожее направление по использованию средств регионального материнского капитала при рождении второго ребенка, они похожи с условиями федерального материнского капитала, который выплачивает пенсионный фонд. То есть это в основном семьи расходуют на приобретение жилья, погашают ипотеку или строительство частного дома. Также они могут направить эти средства для социальной адаптации и интеграции ребенка с инвалидностью. Подскажите, а на какие цели можно мат-капитал использовать? Например, можно ли с помощью этих денег приобрести автомобиль?
Но автомобиль, тут тоже надо вот делить, да, вот республиканский материнский капитал семья при рождении третьего ребенка. Вот эти средства можно потратить на частичную компенсацию, ну, возмещение частичных затрат на приобретение автомобиля для семьи. По региональному материнскому капиталу на второго ребенка такого положения и порядка нет. То есть по нему автомобиль купить семье уже не удастся. С 2022 года была введена новая социальная мера поддержки граждан. Это ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет. Какова сумма этой выплаты и каков порядок выплаты? Да, вот с 2020 года, с 20 мая по всей России начали принимать заявления на выплату семьям, у которых воспитывают, ну, имеются дети от 3 до 7 лет включительно. Надо сказать, мы испытали очень большой объем работы летом, осенью прошлого года, да, и только по нашему управлению соцзащиты города Якутска мы приняли более 21 тысяч заявлений от жителей города Якутска. То есть была очень большая объемная работа. Из них 12 тысяч положительных решений мы вынесли, и семьи в прошлом году получали сумму на одного ребенка 8600 рублей. Ну, без копеек говорю, да. А в этом году эта сумма также проиндексирована, и в 2021 году сумма будет составлять 9111 рублей. Также напоминаем, что заявления подаются через портал государственных услуг госуслуги.ру. Все документы, которые требуются для подтверждения доходов семьи, имущественного положения семьи, мы запрашиваем посредством СМЭФ, РСМЭФ-3 и так далее. Запрашиваем федеральные органы, республиканские органы власти самостоятельно. И также хочу отметить, что сейчас на уровне правительства Российской Федерации рассматривается изменение в этот порядок. И с 1 апреля 2021 года все органы социальной защиты Российской Федерации будем принимать заявления от семей, которые будут иметь право на детей от 3 до 7 лет или которые уже получают эти выплаты с прошлого года. У нас будут 3 размера этих выплат. То есть семья при минимальный размер, это вот как сейчас действует 50% прожиточного минимума 9111, будет новый размер 75% прожиточного минимума, эта сумма составит 13 666 рублей, и 100% величины прожиточного минимума, это 18 222 рубля мы будем платить семье, которой даже при получении данных выплат она не смогла выйти из положения бедности, да? То есть ее доходы остались ниже прожиточного минимума. В настоящее время порядок постановления правительства Российской Федерации еще не принято, поэтому мы спешим успокоить наши семьи с детьми, да, чтобы зря не волновались. Обязательно, когда этот порядок выйдет, мы широкую разъяснительную работу в средствах массовой информации проведем. И хочу заверить, что успокоить наших граждан. Уже 12 тысяч семей по городу Якутску получают данные выплаты. Часть семей, несколько тысяч также претендует по новым изменениям. Да? Хочу успокоить наши семьи и не подавать прямо 1 апреля. Да? Понятно, что через госуслуги это заявление оформляется очень быстро, но в течение, если вы апреля, мая подадите, мы все ваши заявления обязательно рассмотрим, и перерасчет будет обязательно, да, с того момента, как ваше заявление поступило. Скажите, а есть ли пособия, для получения которых не нужно ежемесячно собирать какие-то справки, чтобы подтвердить право на их получение, и они продлеваются автоматически? Раньше у нас автоматического продления практически не было, но COVID-19, да, он внес изменения в очень много нормативно-правовых актов, и не только в нашей сфере, да, но и по другим вопросам. Конкретно в сфере социальных выплат мы в прошлом году 2 раза проводили массовую перерегистрацию.
Это было сделано в связи с тем, чтобы народ не ходил, не собирал справки по учреждениям. Весной мы продляли пособия, ежемесячные пособия, осенние пособия. И также вот в конце октября тоже было принято решение о том, чтобы эти пособия продлевать до 1 марта 2021 года. Сейчас уже срок продления этих пособий истек. Мы будем, скорее всего, ожидать вообще вот ситуацию по пандемии. Да, вот если ситуация будет выпрямляться, идти в сторону улучшения, то какие вот решения вынесет правительство Российской Федерации, да, в части продления федеральных выплат. Я думаю, что наша республика тоже, вот если будет слишком такие же условия, как в прошлом году, да, не очень хорошие по пандемии, то возможно будет продление. Но обо всем, конечно же, заранее мы уведомим наших получателей детских пособий. А сейчас я обращаю ваше внимание, что те пособия, которые будут прекращаться после 1 марта 2021 года, то этим семьям нужно будет их подавать. Но спешу опять же успокоить, сейчас вот ходить по инстанциям в наше управление, да, этого не требуется. Все можно подать очень быстро и качественно через портал e-yakutia.ru. Или совсем, если нет возможности через интернет подать заявление, то можно подойти в офисы «Мои документы». Ну а если говорить о сроках, то какие сроки установлены законом для выплаты пособий? Ну, это вот вопрос такой, скажем так насущный, да, вот более 13 тысяч семей ежемесячно у нас получают так называемые маленькие пособия, также около 4,5 тысяч, иной месяц около 6 тысяч семей у нас получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. И, конечно же, мамочек волнует вопрос, когда вот эти деньги к ним поступят на счета. Да? Но семьи привыкли, что обычно маленькие пособия у нас поступают в начале месяца, это с 5 числа по 10. И федеральные пособия по уходу за ребенком большие, да, они обычно поступают в середине месяца, после 15 числа. А так мы всегда говорим, что по регламенту работы Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия пособие выплачивается до 26 числа месяца. То есть, если не поступили даже в 20-х числах, то повода переживать нет. До 26 числа не было такого месяца, чтобы Министерство труда и социального развития не выплатило какое-либо пособие. И также сейчас идет работа по систематизации всех выплат, да, и, возможно, забегать вперед я не буду, возможно, вот в течение 2021 года какие-то вот определенные графики выплат, возможно, будут. Скажите, а как можно получить справку о получении ежемесячного пособия на ребенка или на детей? И если еще нет, то какие документы нужны для подачи заявления на детские пособия? Так, тоже очень массовая услуга. Это справка для семьи о том, что семья получает ежемесячное пособие от 0 до 16 лет. Эта справка действительно, мы считаем ее универсальной, да, она требуется для получения молочной кухни, для подтверждения уменьшения родительской платы в детских садах, на получение бесплатного горячего питания в школах и так далее. Эту справку, опять же, говорю, что к нам в управление ходить не обязательно. Можно подать заявление на сайт beta.e-yakutia.ru. И справку в течение 5, обычно от 5 до 7 дней семьи получат уже на свои, или на портал, или на электронный ящик. Семен Иванович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». И в гостях у нас был руководитель управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и соцзащиты Якутии Семен Матвеев. До встречи в эфире.